Если мы искренне желаем призывать людей, призывать к исламу, то мы сегодня здесь, я говорю уже про Украину, мы должны бросать взрывоопасную смесь. Сейчас говорю про каждого. Собирайтесь, ешьте плов, хинкал, самсу или питайтесь правильно. Многие мусульмане покидают свои родные страны, земли, переезжают в Европу, в том числе в Украину, в поисках лучшей жизни, где живут не по исламу, где живут по законам тагута, или в те страны, где доминирует смута, соблазн, фитна. И все это, словно удары кинжалом, вонзающиеся в спину. В спину кого? В спину прежде всего местных мусульман, коренных мусульман, те, кто здесь живет. Мы должны бросать вызовы обществу. Каждый из нас, братья, наверняка держал батарейку в руках, да? Батарейку держали, аккумуляторы, знаете. Плюс-минус есть. Дорогие братья, дорогие сестры, многие в нашей современной реалии мусульмане покидают свои родные, я имею в виду традиционно мусульманские страны, земли, переезжают в Европу, в том числе в Украину, в поисках лучшей жизни. С точки религиозного обоснования этой позиции можно даже порой услышать, это лично я слышал, это мой уже личный опыт, о том, что это даже хиджра, именно как поступок, обоснованный с точки зрения религии. «Фаман хаджара илля Аллах» и так далее. Да? Почему? Потому что с их точки зрения там можно жить свободно, исповедовать свою религию, развивать ислам, призывать к исламу и так далее. Но в то же время для многих братьев другой категории мусульман это может показаться абсурдным, вообще абсурдным, так как хиджры в страны неверия, некоторые мусульмане так считают и так говорят, и это обосновывают, это как констатация фактов воспринимайте сейчас. Где живут не по исламу, где живут по законам тагута, или в те страны, где доминирует смута, соблазн, фитна, запрещена согласно классическим фетвам. И может быть разрешена в исключительных каких-то случаях с целью образования, там, с целью призыва и так далее. Так вот, эта категория мусульман, эти братья с возмущением, чуть ли не доходящим до такфира, а возможно и доходящим до такфира, будут говорить, что хиджрс – это обязанность мусульман, но не в те страны, а в другие страны, горячие точки. У нас есть опыт. Сирия, Ирак и так далее и тому подобное. И надо покидать даже традиционно мусульманские страны, переезжать туда, потому что и там живут по законам тагута. Еще раз подчеркиваю, братья и сестры, и все, кто слышит меня, это погружение в контекст, констатация фактов. Реалии мусульманской уммы в 21 веке, разность мнений в вопросах тому, как жить, как быть. На самом деле я хиджру взял просто всего лишь как один пример, но яркий, как по мне, броский. Таких примеров может быть десятки, сотни, в обычной обыденной жизни даже тысячи. Кардинально противоположные позиции, разрывающие мусульманское сообщество изнутри. Возрождение уммы, возможные пути, то ли через образование, та'лим, тарбия, кто-то делает акцент на этом и видит в этом спасение всей уммы. И они это обосновывают, и они правы с определенной позиции, с определенного угла. То ли через поклонение, аскетизм, духовное очищение, обосновывая это также текстами из Корана и Сунны. И они также правы с определенной точки зрения. То ли через знание и борьбы с невежеством, и это тоже правда. То ли через политику, участие в политике, тоже обоснование найдется. То ли через джихад на пути Аллаха, и тому тоже есть обоснование. И разные позиции мусульманскую умму разрывает изнутри.
Но основная проблема, как по мне, братья, после того, как я погрузил вас в контекст, основная проблема, пожалуй, не в разности мнений и позиций. Ведь, по сути, это проявление. Я просто поднимаю это и говорю. Почему? Потому что это мешает мусульманскому сообществу, мусульманской умме и глобально, и локально развиваться. Мешает. Не в разности мнений и позиций. Потому что это всего лишь проявление. Проявление может быть разным. Симптоматика, если про болезнь говорить, да? Не основная причина болезни. Корень проблемы глубже, как по мне. Он в нас самих. А точнее, как по мне, он в наших подходах, мышлении. Обратите внимание, не в искренности. Вот сегодня я делаю акцент именно на этом. Не в искренности. Не в понимании религии и богобоязненности. Обладании религиозными знаниями и так далее. Не в аскетизме и поклонении. Естественно, я ни в коем случае не умаляю ничего из вышеперечисленного. Это все важно, но важно как критерий и мерило личного. Больше личного, нежели коллективного. Потому что если мы говорим про развитие исламской уммы, мусульманской уммы, то это коллективное. Фурудуль кифая. Таким образом, давайте теперь сфокусируемся на подходах и мышлении, которые формируют наше коллективное, наше общее, наше джамаатское. При этом не важно, о чем речь пойдет, или о чем нам хотелось бы порассуждать. О тех, кто переселяется, совершает хиджу, бросая родные страны, и так не важно, да? Потому что на самом деле вопросов, как я уже сказал, много. Много. Это разность мнений разрывает исламскую уму изнутри. А еще есть такой даже симбиоз. Я бы сказал, это симбиоз. То есть некоторые братья вынуждены оказываться в Европе, но при этом не признают, да? Говорят, страны неверия. Но оказываются здесь, пользуются благами той страны, в которой оказались, а потом занимаются мелким грабежом, воровством. И мы слышим там, тут эти случаи. Даже кражи детей в магазинах, даже такое доходит до меня. И это взрывоопасная смесь. Она приводит, на самом деле, к несуразным феноменам. И все это, словно удары кинжалом, вонзающиеся в спину. В спину кого? В спину, прежде всего, местных мусульман, коренных мусульман, те, кто здесь живет, которые подняли здесь знамя ислама, знамя «Ля иляха илляллах», кто призывает, распространяет, пытается заботиться о мусульманах. И на этой точке мы как раз пришли к фокусу того, о чем бы я хотел с вами сегодня, или то, что я хотел бы донести вам сегодня. Мышление и подходы. Мышление и подходы, формирующие повестку дня. Имеется в виду каждый день, что мы должны делать, чем мы должны заниматься. Каждодневный план. Каждый из нас, братья, наверняка держал батарейку в руках, да? Батарейку держали, аккумуляторы, знаете. Плюс-минус есть. Так вот, чтобы не было электромагнитных полей бурь, необходим баланс между этим плюсом и минусом. А в жизни, как и в физике. Более того, если мы говорим про призыв, про распространение ислама, то это должен быть доминировать, должен быть плюс всегда. Должна быть позитивная, положительная повестка дня.
Мы должны быть позитивными, положительными. Должен быть не деструктив, должен быть конструктив. Опять же, в соответствии с тем, что велел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Яссиру валя туассиру». Облегчайте, не отягощайте. «Вабаширу валя тунаффиру». Радуйте и не отвращайте. Бухари. Важно показывать дела, если мы говорим про призыв. Важно покорить умы и сердца людей. Как это возможно? Как это возможно? Возможно, это только через позитив. Только через позитив. Как это было со всеми пророками и посланниками, о которых Аллах в своей книге сказал: «Вама нурсилюль мурсалина илля мубашширина ва мундирин». И мы отправляли своих посланников, кроме как, первое, мубашширин, дарующий благую весть, ва мундирин, и предостерегающий. Дарующими благую весть и предостерегающими. Покорить, показать. Да, легко сказать, можете вы возразить. Вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений. Ничего легкого из того, что я говорю, нет. Но нет ничего возможного. Если мы говорим про призыв, про распространение ислама, в частности здесь, в Украине, на этих землях, безусловно, показать, покорить – это вызов. Или, как сейчас модно говорить, челлендж. Вызов. Но опять же, мы всегда берем в пример пророков и посланников. А разве пророки и посланники не бросали этот вызов? Братья, они приходили ни с чем иным, как с этим вызовами они приходили. Они приходили с этими вызовами. Причем вызов этот был обязательно связан с актуальностью, с проблемами современности и актуальности. Обратите внимание, что говорит Ибн Кафир в своем толковании, в своем тафсире. «Ба'ат Аллаху кулля наби биму'джиза». Аллах отправлял пророка, каждого пророка, с чудом, с нечто таким, что люди не могли сделать, да? «Тунасибу ахля заманихи», что соответствовало их времени. «Факяна аль-галибу аля заман Муса ас-сихр». Во времена Моисея, Мусы, алейхиссалям, было распространено колдовство, шарлатанство. «Ва та'зиму сахара». И это было нечто такое, то, что возвеличивали люди, придавали ему это значение. И Аллах направил с чудом, которое обескуражило всех чародеев. И мы знаем, да, историю с Мусой. И они покорились, приняли ислам во времена Мусы, алейхиссалям. Ислам в общем значении этого слова. Не в узком значении этого слова. Не как религия, с которой пришел пророк, а в общем значении. Потому что каждый пророк приходил с исламом, в том числе и Моисей, и Муса. С верой в единого Бога и покорностью Бога имеется в виду. Во времена Иисы, алейхиссалям, было распространено что? Врачевательство, медицина. То есть люди пытались, знахарство, да? Лечили, пытались углубляться в это. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля дал Иисе, Иисусу, мир ему, эти чудеса. Так сказано про Мусу. И обратите внимание, сам акцент. «Каля мау'идукум яуму зина». Муса сказал: сроком для вас будет день украшения, пусть люди соберутся утром. Вызов! Пусть люди соберутся утром. «Фатавалла фирауну фаджамаа кайдаху сумма ата». Фараон отвернулся и собрал свои козни. Собрал своих колдунов, имеется в виду, а затем пришел в назначенный срок. И все вы прекрасно знаете, чем закончился этот баттл, это противостояние, чем закончилось. Он был поражен, а колдуны приняли ислам.
Аллах велел Мусе: брось то, что ты держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину содеянное ими — это козни колдуна. Колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Колдуны пали ниц и сказали: мы уверовали в Господа Харуна, Аарона и Мусы, Моисея. Если брать Иисуса, то Аллах Субхану ва Тааля что сказал? «Варасулян иля бени Исраиль». И посланника из числа Бену Исраиль. «Анни кад джи'тукум би аятим мин раббика». Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей соизволения Аллаха. Я исцелю слепого, или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующим. И как передается в сообщениях, в асарах, когда Иисус, алейхиссалям, делал это, он говорил, обращался к Аллаху, это было в виде мольбы, обращения ко Всевышнему. И люди это видели этот вызов и принимали ислам, покорялись Богу. Если брать в пример посланника Аллаха, нашего пророка Мухаммада, печать пророчества в прямом переносном смысле, в переносном имеется в виду, нет и не будет пророков после него вплоть до суднего дня, в прямом имеется в виду, что у него была печать отметина на теле между двумя лопатками. Круглая печать, осязаемая, видимая имеется в виду. То, что велел Аллах ему, когда пришли многобожники и сказали: «Амякулюна втора», или же они говорят, он измыслил Коран. Скажи, принесите первый этап. 10 вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете. Помимо Аллаха, если вы говорите правду. Потом Аллах бросил еще один вызов. Велел пророку Мухаммаду бросить еще один вызов. Скажи, если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы говорите правду. А почему? Потому что арабы на то время были проводниками поэзии и прозы. Целые ярмарки были. Они были обладателями искусства слова, искусства красноречия. И поэтому вызов пришел с этим. Есть еще один момент, над которым я хотел бы, чтобы вы задумались. Если человек бросает вызов кому-то, по логике вещей, значит, он сильный, правда? Ну, с точки зрения физической силы. Но самое интересное, если мы говорим про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, эти вызовы были брошены в мекканский период, когда мусульмане были слабыми. Слабыми были мусульмане. Не окрепли еще. Но был брошен вызов. А почему? Потому что это еще раз подчеркивает то, что пророк говорил правду, а они сочли его лжецом. Он говорил правду. Он ничего не боялся. И за ним была истина. И сам истинный. А нет ничего сильнее истины. Итак, я здесь во всем, что я говорил, ставлю акцент на том, что миссия призыва, если мы говорим про злободневность, про сегодня, и про Украину в частности, «Ля иляха илляллах», миссия призыва людей к исламу, она сопряжена с этими вызовами. И если мы сегодня посланники посланников, а все, кто призывает, они посланники посланников, то мы должны следовать их примеру, то есть примеру
пророков и посланников, мир им всем. Безусловно, Мухаммад, саллаллаху печать пророчества, а нет пророков после него. Безусловно. Нет сомнения в том, что только пророкам и посланникам даровались чудеса. Обычным людям они не будут даны. Нет сомнения в этом. Но тем не менее, миссия верующих и последователей пророков, мир им всем, это миссия тех же самых пророков. И если мы действительно искренне будем выполнять эту миссию, то будем обречены на успех, на победу и успех, так как Всевышний это установил как факт, дорогие братья. Он сказал: «Инна». Слушайтесь в этот аят. «Инна ланансуру русуляна валлазина аману». Воистину мы окажем помощь, победу, успех нашим посланникам и верующим. Фил хаяти дунья, в мирской жизни, здесь. Ваяума якуму ашхад. Естественно, тогда, когда предстанут свидетели, имеется в виду судный день. Более того, Всевышний объявил это своим долгом. Своим долгом объявил это. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Мы уже отправляли до тебя посланников к их народу. И они приносили им ясные знамения. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом وَكَانَ حَقًّا. وَكَانَ حَقًّا. Аллах говорит сам за себя. «Алейна насруль му'минин». И нашим долгом было помогать верующим. Саади, рахимахуллах, в своих комментариях к этому аяту отмечает: победа верующих является непреложной истиной, которая обещана самим Аллахом и непременно сбудется. Поистине, в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, братья, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем и восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь к Нему мы взываем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Бога, Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, а после. Итак, дорогие братья и сестры, если мы искренне желаем призывать людей, призывать к исламу, то мы сегодня здесь, я говорю уже про Украину, да? Мы должны бросать вызовы обществу, в котором живем. Эти вызовы должны быть злободневными и актуальными, потому что мы видим историю пророков и посланников. Они должны быть мотивированы позицией не зазнавшихся, как это делают многие мусульмане, к сожалению. Потому что это негатив, а мы должны быть позитивными. Они должны быть вызваны искренним желанием достучаться до сердец людей. И это позитив, так как это пытались делать все пророки и посланники. Мир всем, из-за чего даже чуть ли не губили себя, потому что мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля из суре Кахф не спаслал этот аят таслиятан, чтобы утешить нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам, о Мухаммад,
То есть скорбя о том, что они отворачиваются от истины. Потому что пророк очень сильно хотел, чтобы они уверовали, призывая их. Если они не уверуют в это повествование. Эти вызовы, продолжая мысль, они не должны быть построены на критике, как это делают, к сожалению, многие мусульмане. Это не так, это так. Они в основе своей должны быть основаны на положительном примере, успешной альтернативе. Каждый из нас должен сам находить и формулировать для себя эти вызовы. Я сейчас говорю про каждого. Про каждого. Братья, то есть может вам показаться, что я говорю про какие-то, я не знаю, глобальные, великие вещи. Да, на самом деле я говорю про глобальные, великие вещи, да. То есть с точки зрения значимости, ценности всего о том, о чем мы говорим. Но все собирается по крупинке. По крупинке все собирается. И для каждого джамаата, для каждой общины приземляемся. Эти вызовы будут разными. По своему количеству, качеству, то есть в зависимости от города, времени, обстоятельств. Поэтому собирайтесь, ешьте плов, хинкал, самсу, или питайтесь правильно. Сейчас кето на устах. Популярность набирает. В данном контексте это не важно. Собирайтесь. Важно, чтобы эти застолья, эти собрания не были в минусе, были в плюсе. Не были в пустых разговорах, критике, минус, бесполезном обсуждении. Были в позитиве. Пейте чай, кофе, но генерируйте положительную повестку дня. И здесь вот вспоминается тот случай, да, когда однажды пророк сам вышел к сподвижникам и спросил: кто из вас сегодня постится? Абу Бакр сказал: я. Кто из вас за джаназой последовал? Абу Бакр сказал: я. Дальше он сказал: «Фаман ат'ама минкум аль-яума мискина». Кто из вас накормил сегодня бедняка? Опять Абу Бакр радиаллаху анху сказал: я. Тогда пророк спросил: «Фаман ада минкум аль-яума маридан». Кто из вас сегодня посетил больного? И опять Абу Бакр сказал: я. И тогда пророк сказал: «Мачтама'на фи мри'ин илля дахаля аль-джанна». Если эти качества соберутся в человеке, он непременно войдет в рай.